Заместитель главврача Сухумской районной поликлиники, врач-гастроэнтеролог Асида Агрба, помимо своей основной работы, ведет и больных коронавирусом. Общение с пациентами происходит дистанционно, по телефону. На каждого заведена карточка. Лечение назначается в зависимости от комплекса клинических симптомов. К сожалению, мы не имеем лаборатории, которая может дифференцировать дельта-штамм или от омикрон-штамма. Но мы по клинике уже способны ориентироваться и понимать, что у нас это дельта-штамм или омикрон. Также по приказу Минздрава, если у нас мы ведем речь об омикрон-штамме, тогда у нас люди находятся на больничном 14 суток. Если у нас идет речь о дельта-штамме, они находятся на больничном 21 сутки. Пациент с температурой и недомоганием обращается в поликлинику. Нужно ли сдавать ПЦР-тест, решает врач после разговора с больным. Если у нас есть температура, если у нас есть слабость, головная боль, и это все у нас сутки, то мы всем даем ПЦР, направление на ПЦР-тестирование. А каким пациентам вы отказываете? Есть такие? Да, я предупреждаю, я говорю, вы знаете, вы сейчас слишком рано обратились, или если это не связано с заболеванием ПЦР, и там нету этой клиники, конечно, мы не даем ПЦР-тест, но это редкие случаи. А какая клиника в основном? Это вот высокая температура сколько дней должна быть? Она не должна быть высокой. Если она есть, и если у человека есть другие недомогания, то мы обязательно даем направление на ПЦР-тест. У нас сейчас перебоев с ПЦР-тестированием нет. Как вы знаете, нам привезли 50 тысяч тестов в страну, и поэтому перебоев с этой диагностикой у нас нет. Всем работающим в учреждениях и организациях гражданам открывают больничный лист. Согласно протоколу амбулаторного лечения ковид-пациентов, время нахождения на больничном варьируется от 14 до 21 дня, в зависимости от течения болезни. При этом решение о необходимости сдачи повторного ПЦР-теста принимает лечащий врач. Мы у них спрашиваем, естественно, где вы работаете, место работы. Мы это все зафиксируем, спрашиваем у них и им говорим, вот сегодня у вас положительный ПЦР-тест там от какого-то числа. Вы находитесь дома, лечитесь, находитесь на самоизоляции. Неважно, штамм дельта или омикрон. Когда они заканчивают уже свое заболевание, мы им снова даем направление на ПЦР-тест. Они получают отрицательный ПЦР-тест. И на основании положительного и отрицательного ПЦР-теста, когда они уже вылечились, они приходят к нам, и мы им в этот день выписываем больничный лист. В Сухумской городской поликлинике номер 1 ежедневно врачи-терапевты ведут прием граждан с подозрением на ковид. Здесь также решение, сдавать тест или нет на ковид, принимает врач. Поликлиника обеспечена экспресс-тестами. Помимо ковид-пациентов, участковые врачи принимают и амбулаторных больных. Каждый из нас ведет очень много. У меня где-то человек 40 на сегодняшний день. Тех, которых я отправила, те, которые остались. Например, в среду у меня было совершенно новых, это первичных, было 27. И каждый день по 10, 15, 20, вот и посчитайте, сколько бывает. У них клиники разные совершенно. То есть омикрон, говорят, что он очень легкий, но не всегда. Вот. Молодежь, она как-то более легче переносит, пожилые тяжелее переносят. Теперь нельзя сказать, что там они на 4-5 день уже побежали. Нет. Такого некоторые бывают, что и на 7-й, на 10-й день уже себя хорошо чувствуют. А некоторые 14 дней приходится держать, потому что общая слабость, повышается белок. КТ смотришь, что уже бывает и 10%, и 15%, и по-разному. Как сообщила Лариса Чкадова, если у ее пациента легкое течение болезни, то он находится на больничном от 7 до 10 дней. В случае, если у больного не очень хорошие анализы, то больничный продлевается до 21 дня. При этом стоит отметить, что в первой городской поликлинике повторно ПЦР-тест не сдают. Если человек себя чувствует плохо, у него поднимается температура, он первый обращается в поликлинику, в первый кабинет, звонит в регистратуру, это уже второй вариант, звонит в регистратуру, узнает, кто его лечащий доктор, участковый доктор, звонит участковому доктору, я ему даю на Wi-Fi, по WhatsApp направление, и они идут сдавать в инфекционную больницу. Но если человек не может пойти, то есть у него высокая температура, ему плохо, он встать не может, особенно это пожилых касается, конечно, мы вызываем бригаду на себя. Участковые врачи отмечают, что работают на пределе своих возможностей. Они заболевают и сами, но даже тогда не перестают вести пациентов. Я только вышла на работу с заболеванием,
с детьми, которые у меня вот сейчас заболели в этот же период, я принесла домой. И я вынуждена дома следить за их здоровьем, лечить их, вне зависимости от того, что как мы болеем, не болеем, наши семьи болеют или нет, мы больных не оставляем. Учитывая сложную эпидситуацию в республике, медики призывают граждан соблюдать меры предосторожности. В случае появления симптомов болезни не заниматься самолечением и обращаться к специалистам. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.